Жители кыргызского села потребовали отставки пресс-секретаря президента Кыргызской республики из-за высказывания об инциденте в Варуке. Даже таджикам это понравилось. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Жители села Аксай Баткенской области Кыргызстана попросили президента Садыра Жапарова отстранить от занимаемой должности руководителя его пресс-службы Даирбека Орунбекова. Письмо на имя главы государства, под которым подписались более 20 человек, на своей странице Facebook опубликовала представитель общественного объединения «Интербелим» Гульгааки Мамасалиева. 24 июля ваш пресс-секретарь Даирбек Орунбеков опубликовал на своей Facebook-странице неподтвержденную информацию, обвинив нашего жителя села Аксай Жениша Дубанаева и написав, что тот был в состоянии алкогольного опьянения. Эта информация распространилась не только в Кыргызстане, но и среди жителей Таджикистана, которые в своих каналах обвиняли, что вот пресс-секретарь президента Кыргызстана подтвердил, значит это правда, кыргызская сторона всегда первой начинает, отмечено в послании. Отдельные жители Аксая подтвердили, что сельчане высказывали недовольство заявлением Орунбекова и поднимали вопросы о его отставке. Напомним, 24 июля на таджикско-кыргызской границе произошел инцидент между жителями двух стран. Пресс-центр пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан сообщил, что 24 июля пьяный гражданин Кыргызстана напал на свадебный кортеж, который двигался в сторону Исфары. У въезда в кыргызское село Аксай колонну автомашин забросал камнями гражданин Республики Кыргызстан, житель сельского джамаата Аксай, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем марки Mercedes-Benz с государственным номером 134 ACG03KG под предлогом того, что одна из машин свадебного кортежа якобы создала препятствие для движения его автомашины. Он перекрыл автомобильную трассу. Выйдя из машины, мужчина забросал камнями машины таджикских граждан. В результате различные части 3 автомобилей были повреждены. 4 гражданина Таджикистана получили легкие физические травмы. Отмечалось в сообщении пресс-центра Управления погранвойск ГКНБ Таджикистана. Пресс-секретарь президента Кыргызской республики Даирбек Орунбеков, комментируя случившееся, подтвердил, что гражданин Кыргызской республики в нетрезвом состоянии разбил окна автомобиля таджикистанца. Чуть позже удалил этот пост со своей Facebook-страницы без объяснений. Как вы относитесь к такой ситуации? Наши представители подтвердили, что кыргыз был пьяный и тем самым напал на таджикский кортеж. С другой стороны, представитель президента Кыргызской республики также подтвердил эту информацию, что не понравилось местному населению. Как вы думаете, в чем на самом деле обстоит ситуация? Может, просто нужно было дождаться официальных объяснений и не выкладывать какие-то предположения, хотя это официальный представитель президента. Что может быть официальным? Как вам такая ситуация? Особенно то, что даже с нашей стороны в Таджикистане достаточно часто бывает то, что представители властей или молчат о случившемся, или высказывают какие-то свои предположения, которые не являются правдой, и тем самым вызывая конфликт. Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!